Для участников всероссийских конных бегов минувшие выходные прошли с азартом. В Ядринском районе на ипподроме Чувашского племенного конезавода имени Чапаева встретились наездники из Татарстана, Башкирии, Ульяновской области, Москвы. Поддержать их приехали больше 6 тысяч зрителей. На ипподром отправилась и наш корреспондент Оксана Замятина. Вот эта вся суматоха, все это чужие люди, чужие лошади, все бегают, все суетятся, они тоже это чувствуют. Они уже знают, что приехали выступать и уже тоже нервничают. Перед заездом напряжение в конюшне, кажется, можно резать ножом. Наездники – люди суеверные, и не каждый соглашается рассказывать о своем питомце, пока животное не пересечет финишную черту. Александра Булыгина 17 лет тренирует лошадей и в этот раз выставила на соревнование русского рысака по имени Ливерпуль Лок. Кроме армейской дисциплины, для достижений важен режим питания. Коня нужно вовремя кормить, добавляет директор конно-спортивной школы Валерий Краснов. При таком подходе результаты не заставят себя ждать. Мы его недавно приобрели, и после этого немножко тренировали и выступили в Казани. В Казани для старшего возраста разыгрывается большой приз «Элита». Он вот в этом призе у нас остался вторым. Проиграл нос. Вот, буквально столько. Подготовка жеребца к бегам начинается еще в утробе матери, говорят супруги Никольские из Чебоксарского района. Важно и питание, и тренировочный процесс, и момент отлучения жеребенка от кобылы. Орловскими рысистыми лошадьми семья занимается больше 15 лет, и на Кубок Чувашского конезавода Валерий и Марина приехали со своим подопечным по имени Кастинг. 6-летний рысак уже показывает неплохие результаты. Вот он бегает с русскими, с американскими рысаками и не последним бегает, иногда даже выигрывает, бывает такое. Чемпионом пока не становился, но все впереди еще у него, ему 6 лет только. Орловцы, они годам к 5-10 начинают расцветать. 8, да. Вот ему 6, но еще 2 года ему считается. А в отличие от русских рысаков, когда они в 2 года уже бегут вовсю, Да, то есть орловский рысак, он они может быть в 2 лет... года только начинают свою, начинают только, грубо говоря, тренироваться. Конечно, многое на бегах зависит от наездника. Важно управлять лошадью так, чтобы она не сбилась с рыси на галоп или не сбавила темп. В таком тандеме от старта до финиша нужно пробежать 2400 метров. К этому мероприятию мы подготавливались основательно, готовили дорожку грейдером, песком, проглаживали, проливали, чтобы было комфортно лошадям. Самое главное, комфортно лошадям и интересно зрителям. С каждым годом число участников растет, отмечают организаторы. Соответственно, на трибунах больше становится и зрителей. В этом году на бега приехали 6 тысяч человек. Мы просто очень любим смотреть даже телеканал «Конный спорт» и мои родители. И мы вот решили, почему бы не провести такой выходной день за просмотром такого замечательного мероприятия, которое объединяет столько людей красивых. Мы приехали из Нижнего Новгорода. Первый раз мы посещаем такое мероприятие. И сейчас будем определяться с выбором лошади, на которую можно сделать ставки. Лошадь, которую мы будем болеть, будем выбирать по красоте. А что, по-вашему, красота лошади? Наездник! А наездники были хороши. На общем фоне выделялась Диля Галимзянова из Буинска, единственная девушка в забеге. 6-летнему жеребцу Лучидору, которым она управляла, не было равных. Он обошел победителя прошлых соревнований фаянса, представлявшего Батыревский район. И главный приз – золотой кубок Чувашского конного завода благодаря Диле отправился в Татарстан. Впрочем, серебряная и бронзовые награды остались в Чувашии. Их завоевали жеребцы Гамлет с наездником Анатолием Каргиным и Ливерпуль Лок под управлением Валерия Краснова. Оксана Замятина, Семен Антонов. Вести, Чувашия.